Данный видеоролик не преследует цели задеть или оскорбить чьи-либо чувства. Ролик был создан исключительно в образовательных и познавательных целях. Берегите себя. Психология лжи такова: вывести вруна на чистую воду и показать истину. Ложь можно остановить только штыком истины. Так на наших глазах ученые в кавычках занимаются тем, что пишут целые книги, посвященные чеченским землям и селениям, которые ввиду обстоятельств и античеченской политики царской России вошли в состав Ингушевского округа после окончания Кавказских сражений и завоевания непокорных горцев. Ингуши заявляют, что Бамут исконно ингушская земля, что Бамут никогда не был чеченским. Так ли это? А давайте посмотрим, кому принадлежал Бамут во время Кавказской войны. История пехотного литовского, его императорского величества наследника цесаревича полка, 1809-1909 годы. Том 1, цитата. Причем первоначально в 1844 году войска Назрановского отряда направились в Малую Чечню для наказания непокорных карабулаков. Выступление из лагеря при Назране этих войск, а в составе их и литовцев, последовало 3 мая. Отряд двинулся к Фортанскому ущелью и в тот же день, имея на пути перестрелку с неприятелем, прибыл к укреплению Нестеровскому на реке Аси, где и ночевал, а на другой день, переправившись через Асу, направился к реку Фортанги, по достижении коей пехота отряда остановилась. Кавалерия же, под начальством подполковника барона Вревского, выдвинута была к аулу Бамут, находившемуся на Фортанге же, и по достижении этого аула напала на него, причем под сильным огнем чеченцев, отбила принадлежавший им скот, после чего последовало обратное движение отряда к Нестеровскому укреплению. На следующий же день 5 мая войска возвратились к Назране, где и расположились по-прежнему лагерем. Словом, совершен был обычный набег на неприятельский аул, что, как сказано было выше, широко практиковалось на Кавказе и давало обыкновенно проблематические результаты, так как горцы имущество свое почти всегда успевали до нашего прихода унести из аулов в леса и трущобы. Там же укрывались и семейства горцев. Во время нашего набега, когда же мы уходили обратно, то все обыкновенно возвращалось на старое место, причем сакли в разоренном или сожженном нами ауле весьма скоро были возобновляемы. Конец цитаты. Как вы могли заметить, в 1844 году с Назрани был совершен поход в Малую Чечню, где были непокорные карабулаки, и нападения на Бамут отражали именно чеченцы. Для кого-то это покажется мало. Поэтому покажем вам карту 1848 года. Карта Малой Чечни и части Владикавказского округа. Как мы видим, Бамут в 1848 году также был там, где и должен быть, то есть в Малой Чечне. Но после завоевания Кавказа и в 1864 году, когда был создан Ингушевский округ, Бамут, как и другие исконно чеченские селения, были включены в Ингушевский округ, и то на время. Все это доказывает, что ингуши, находясь на вечном подданстве у России,